В это трудно поверить, но жители некоммерческого товарищества «Уйгу» в микрорайоне Марха уже 9 дней и ночей живут без электричества. Отключение произошло 25 сентября и до сих пор не подключено. Температура 4 градуса. Во многих домах нет газовых котлов, и все батареи насквозь промерзли. От них веет одним лишь холодом. Ветерану тыла и труда Марии Николаевне в силу преклонного возраста трудно ходить. Она вынуждена целыми днями сидеть в холодном доме. Электричество было отключено из-за возникших долгов перед компанией «Энергосбыт». 10 жильцов, и они вот никак не могут оплатить. Задолженность каждый месяц накапливается, и вот нас довели на 1 300 000 рублей. Так. И, они вчера сказали, что оплатили. Я еще эти лицевые счета еще не смотрела, счет-фактуру. Сегодня пойду и узнаю. Жильцы собственными силами пытаются выйти из ситуации. Они подключают электрогенераторы, чтобы хоть как-то согреться. Каждый день на горючее уходит более 2000 рублей. Никто из них и не подозревал, что все это зайдет так далеко. В моей семье 5 людей, они инвалиды с детства по слуху. Из них одна беременная женщина и ребенок 2-летний. И это для них единственное жилье в городе. Вот и я не знаю, с чем у них вызвано это усиленное противоборство. Не могу. Может быть, какой-то личной неприязнью. Но заложниками становимся опять же в этой ситуации. Мы добропорядочные плательщики. Участок разбился на 2 лагеря еще 3 года назад, когда Сонты, Уйгу и Карат были объединены. На использование им был установлен один единственный трансформатор и обязали установить наружные счетчики. Сегодня в здании Энергосбыта прошло совещание всех жителей участка с сотрудниками компании. На сегодняшний день мы встречались с гражданами СОТа Уйгу, проговаривали вопрос урегулирования их не имеющейся на сегодняшний день задолженности. Мы, как вы уже сами присутствовали, пришли к концепции, и, соответственно, сегодня мы восстановим электроснабжение. В дальнейшем будем уже отрабатывать по открытию индивидуальных лицевых счетов через обслуживающую их организацию «Монтаж Энергосбыт». Вся задолженность товарищества перед компанией была распределена между жителями. Сегодня на участке, где круглый год проживают 30 человек, электроснабжение было возобновлено. Владимир Судолов и Ларион Федоров. Вести. Якутск.